нас Prius Alpha на ремонте. Сфера кар там заказывали, да? Не реклама, ребят, что-то они в последнее время зажрались, что ли. В общем, у человека загорелась ошибка по помпе. Он уже предусмотрительно взял антифризика, чтобы подлить. Ну, не знаю, кто это такие. Короче, вот. И если что, ротор вот есть. Даже два он про запас взял, видимо, валишки где-то. Если это ротор лопнул всего лишь навсего, то поменяем ротор. Если сам корпус помпы, то уже придется помпу. Просто ротором не отделаешься. В общем, человеку я рассказал. Ну и что, мы тут еще маленечко наблюдаем. Рыболовные всякие приколы. Это чисто в лодку ПВХ, как правило, только ставится. Так что человек прокачанный, видите, вот ездит на какой тачке. Это Прада, настоящий Прада, а не вот эти, которые 120-е пошли, 150-е. Вот этот квадратный. Шноркель там, все, багажники. Ну и нарядный салон, ребят, смотрите, как круто сделано. 7 мест. Поэтому батарейку мы не будем проверять. Как-нибудь надо будет какую-нибудь одну из 7-местных проверить. Показать, сколько там пыли. Там фильтр есть и дела. Так что просто люди забивают на это, как говорится. И поэтому через какое-то время она все равно умирает. Но так как это рестайл, ну, жизни у нее побольше. Ладно, это мы чуть-чуть позже буду все это. И плюс еще клапан EGR, говорит, почистить. Все это буду на видео записывать. В общем, как-то так. Такой вот офигенный. О! Бензин, что ли? Что случилось? Вот так вот. Испугался. Давай, давай, давай. Все. Утуй борда. А-ля мыт. Но крутая тачка, крутая. А сейчас Prius Alpha. Нужно поменять помпу. Достать помпу, посмотреть, что с ней. Ну и все, в принципе. Сейчас EGR эти штуки вешают. Ну и быстро приступаю. А то я что-то заватакатил уже. Короче, пока вот эту штуку клеил, обнаружил вот такой вот скол на фаре. Короче, не мои заслуги. Ну, пыльновато. Все, приступаю. Короче, сейчас вот это все снимаю. Тут, в принципе, есть будет больше подход к помпе с этой стороны. Ну, а потом посмотрим, может, отсюда смогу достать. Главное, вот это все, короче, убрать. Все, приступаю. Что, дорогие друзья? Снял резиночку, снял шайбочку. Момент истины. А, блядь, не могу, короче, над ногами задавливать. Ага. Ага. Ну вот. Всего лишь навсего ротор щелкнул. Так что, ну, сейчас посмотрим еще саму поверхность помпы. Саму поверхность помпы посмотрим. Есть тут, что нету. Так, пальцометр. Повезло ли хозяину, нет? Ну-ка, сейчас пальчиком проверим. Чисто, чисто. Повезло. Вовремя среагировал. Вовремя среагировал. А если бы... Вот это я специально, короче, держу вот такую штуку. Для того, чтобы людям показать, как бывает. Ладно, это потом. Два длинных болта, короче, с краю. С дальнего края. С дальнего края. Два длинных болта. Вот, раз и два. Остальные все короткие. Вот видите, раз длинный болт и два длинный болт. Остальные все коротенькие. Сейчас у хозяина были два ротора. Один ротор сейчас я возьму, сюда воткну на место. И все будет четко. В общем, смотрите, хозяйский вот такой ротор. Какой-то он странный. Имею в виду, вот такие штуки есть. Какие-то фиксаторы. Здесь таких штук нет. В общем, сейчас протираю тряпочкой и сажу. Не был я таким дотошным бы, да? Но вот смотрите, да? Вот на этом роторе какая-то вот такая штука есть. Вот сейчас услышите, нет? Видите? Я ногтем цепляю. О. Так что я этот ротор не хочу ставить. Там у него еще вторая коробочка была.
Этот мы назад положим. У него еще вторая коробочка была. Сейчас на паузу вторую коробочку принесу. Отжимая второй, короче, без видимых каких-то косяков. Но все равно, вот видите, как играет цвет. Заломы. В общем, вот этот поставлю, этот получше. Тут какой-то косяковый. Все. О, легко крутится. От руки крутится. Видите? А если старую поставить? Ну вот старую поставил. Короче, она туго вообще ходит. От руки не крутится, видите? Не могу пальцем прокрутить. А новый вот так крутится вот от руки. Видите? Все, одеваю резиночку, одеваю колпачок и назад на место. Потом ЕГР буду делать. В общем, малой кровью обошелся, потому что если бы корпус помпы захерачило бы, то все, труба дело. Покажу, что бывает, если долго ездить с этой ошибкой, скидывать ее. Смотрите, съедается корпус помпы и съедается вал. Видите, вот вал как сожрало. Все, на этом валу ездить уже не будет. Всегда, даже если вы новый поставите, это я просто для образца держу вот такую. Соответственно, ну и у меня есть этот. Ну и вот он, даже если вы новый поставите, он будет, короче, туго крутиться. Как ни крути. Хотя если деятели и так оставляют, в принципе. Ну если деваться некуда уже. Новый хотя бы ротор, чтобы трещины не было. Чтобы вот такой трещины не было. Видите, его разэтывает, раздувает. Ну сколько? 200 тысяч, блядь, пробег, наверное. И все. В общем, это для образца. Убираем на полочку опять. А так пусть лежит. Показываю всегда людям. Что к чему. Ладно, приступаю теперь ЕГР. Помпу закрутил, все проверил. Момент затяжки, прокладка на месте, все на месте. Теперь скрываю ЕГР. Сейчас еще покажу быстренько, в каком ужасном состоянии дроссель. На это этот, как будто фильтр никогда не меняли. Ну и здесь внутри. И здесь вот внутри, видите, какая какашка. То очередной клапан ЕГР. Вот такое вот грязище внутри. Ну что, чуть-чуть еле видно. Трубочка. Вот такая вот внутри. В принципе, мелочь. Здесь вот такое вот внутри. Дроссель показывал уже. Ну-ка, просвет есть. Просвет есть, но он там что-то бликует. В принципе, вообще плохой просвет. Пытаюсь увидеть, нифига, короче. Ну вот, что-то. В общем, ставлю всегда чистый. Быстренько все это буду отмывать, короче. Плюс коллектор. Отверстие. Нормально. Все, приступаю к чистке. Геморройная тема, конечно, но ничего не поделать. То, клапан ЕГР чистейший. Сейчас еще чуть-чуть карп-клинером пшикну. Внутри все блестит. Трубка блестит. Эта штука блестит. О, просвет фигачит. Вон он. Видно, да? Ну и дроссельная заслонка. Вот он. Чисто. Все. Собираю это дело. Всегда в качестве бонуса смотрю свечи. Вот такие вот свечи. Денса. Зазор приличный, но оригинальные свечки. Видите? Не знаю, задачи не было поменять. Поэтому вкручиваю назад. Оказывается, у хозяина свечи есть оригинальные. Сейчас мы махнем их. Поставим оригинал сюда. Уже жабоблина делал ёк-макарёк железо. Ладно. Чуть-чуть посложнее будет, но ничего. Проверим хозяйские свечи. Здесь магнитится. А? Видите, да? А здесь
Здесь не магнитится. Здесь оригинальный. Тоже не магнитится. Здесь на самой резьбе. На самой резьбе магнитится, здесь не магнитится. Короче, 4 свечки. Опускаем туда. Аккуратненько. Кстати, я видел ролик, ребята. Кто там считает то, что надо аккуратно их туда ложить, да? Вот. Ну, это просто глупости, короче. Получается, ролик видел у одного, короче, блогера. Как они вот так вот туда ныряли, просто кидали вон туда. Хоп, вот так. Как только они их туда не ныряли, короче, не кидали вовнутрь, зазор не сбивался. Поэтому главное их закинуть туда. Вот. Не забыть. Ладно, закручиваю. В общем, у них вот такие колпачки. Буду закручивать. Ну и дособирать уже. Свечи поменены. Сейчас надо антифриз залить. Подлить. Уже залил. Все, что там слилось. Теперь надо долить. О, блин, вот они ключики. Кондиционер. Надо вырубить кондиционер, включить печку. Включить печку. Кондюшник вырубаем. Печку на максималку. Все. Печку на максималку. Ну, четко работает. Уверенно работает. Но такой бачок и был грязный. Кстати, все тут грязное, поэтому... Поэтому как-то так. Но ничего не трещит, ничего не гремит. Обгорает антифриз маленечко. Все, убираю эти штуки. Выгоняю на улицу. Машинку выгнал на улицу. Машину выгнал на улицу. Дождик пошел. Классно так. Вообще. Надо вот такую аватарку сделать. Да. Prius Альфа тема, конечно. Альфа это тема. В общем, излишки антифриза выйдут. Там есть специально такой спускничок. Поэтому моя задача была добавить, чтобы нормально было. Сколько ему надо, он возьмет, остальное выплюнет. Все, тепло. Ошибки никакие не горят. Свечи поменены. Ротор, который вот этот плохой, там сзади лежит. Ну а свечки, которые старые, я спрошу у хозяина, можно оставить себе, нет? Для экспериментов, потому что хочу проверить этот демиксид, не демиксид, короче, проверить, как он вообще отмывает, нет? В общем, как-то так. Все, в общем, все сделал, как положено. Музычка. Что тут? Bluetooth, не Bluetooth, FM. Интересно, FM работает. Что-то в последнее время радио не работает. В общем, машинка свежая. Жара. И еще заметил такой момент, смотрите как он. Дворники совсем по-другому работает. По-новому как-то так чук, так делает. Типа стряхивания какого-то. Ну и Prius Альфа. Prius Альфа. Это здоровенная машина. Плюс еще тут 7 мест у человека. Чё, вот 7-местная Альфа, это просто виш на максималках, так скажем. Виш на максималках плюс. Смотрите, как все. Кожа, вот тут кожа. Ну это лакшери, конечно. Единственное, вот то, что руль не кожаный. Круиз есть. Ну, блин, вообще обалденно. Виш на максималках. Плюс дорого-богато. Дорого-богато. И он идет прям идет офигенно. Вот смотрите, какой расход. 14,5 километров на литр. 145 километров на 10 литров. Обычная машина
100 километров проедет на 10 литров, а это 145. Чувствуете разницу? Ладно, дорогие друзья, до связи. Ну и чё это? Музыка тут просто офигенно играет. Ладно, вырублю, а то вдруг забанят. Но это что-то свеженькая какая-то, свеженькая песенка. В общем, еще чуть-чуть поболтаю, ребята. Короче, кто хочет купить хорошую 6-местную машину, да? Там еще покупайте Prius Alpha с литиевой батареей. Но опять-таки есть нюанс. Вот тут вот батарея, вот подлокотники. Она может, короче, закончиться. Никто не знает, через сколько она закончится. В любой момент может отрыгнуть. Поэтому есть вот такой вот момент, что она может изначально быть, короче, печальной. Ну а так, машина. Мультируль. Офигенно просто. Лично я... Лучше Приуса может быть только Prius Alpha. А лучше Prius Alpha может быть только Prius Alpha 7-местный. Ладно, все, ребят, до связи. 145 километров на 10 литров. Плюс кнопка там. Ну все, это просто вообще. Это машина. Вот реально машина. Сидишь, кайфуешь, едешь, кайфуешь. Плюс все системы. Плюс это Prius экономичный. Короче, вот такая тачка. Все. Всем пока. Ну и музон тут офигенно играет. Даже радио. Чужими дорогами, от дома далекими, я шел до тебя, стирая кровь ноги. Чужими идеями заполнял безделье, забывая о том, кто я на самом деле. До нас и между нами были долгие годы, до нас и между нами были ветер и непогода. И какая разница, кто наш Бог и как его зовут? Ведь я все еще здесь, и ты все еще тут, и это не заберут. Ты знаешь по именам всех моих демонов, и ты не сдалась, что бы они ни делали. Ты осталась, когда отвалилось только друзей и подруг, и это у нас не заберут. Ничего не бойся, ничего не бойся. Завтра будет день, и завтра будет наше солнце. Кто друг, а кто враг, все скроется. Вся талой водой смоется. Ничего не бойся, ничего не бойся. Завтра будет день, и завтра будет наше солнце. Кто друг, а кто враг, все скроется. Вся талой водой смоется. Не строй свою жизнь чужими руками, и черт с ними, но Бог с нами. Любовь прощает все, любовь прощает обиды, но не прощает слабых. Я знаю по именам всех твоих демонов, но я не сдамся, что бы они ни делали. И пускай отвалится сотни друзей и подруг, меня у тебя не заберут. Ничего не бойся, ничего не бойся. Завтра будет день, и завтра будет наше солнце. Кто друг, а кто враг, все скроется. Все талой водой смоется.
Даже выходить с такой машины не хочется, потому что офигенная тачка. Офигенная тачка. Ладно, побалдели и хватит. Все, всем рекомендую. Prius Alpha 7-местный. Но лучше, конечно, 5-местный, потому что 7-местки что-нибудь с батарейкой случится, потом будете меня вспоминать хорошим словом. Ладно, всем пока. До новых встреч. Гибрид сила. Всем добра. Хозяин рассказывает, уже сколько лет? Уже 5 лет, 5 лет, 6-й год катается. Ну, чуть-чуть, вот бамперочек там, какие-то сколики тут какие-то. Ну, за 5 лет набирается. 2 года под Наташей. Кто понял, тот понял. В общем, вещь самому захотелось. Лучше Приуса, может быть, Prius Alpha. А если еще 7-местка, так еще лучше. Ладно, давайте, катайтесь, наломайтесь. Еще вот у человека вот такой вот джип у него, говорит, все оформлено. Прям круто, вот круче некуда, короче. На узете. О, бля. Все есть, лебедка есть. Нейлон и нейлон. Да, это мечта, ребят. Prius Alpha и вот вторую машину вот такую иметь надо. На узете. Со всеми прокачками. Со всеми тюняшками. Что все было зарегистрировано. Плюс он короткий. В лесу четко кататься. Он рычит. Рычит. Ну и вот 200-очка. Че, крокодил. Ну что, хороший день. Подмету, пожалуй, вот это все, то, что тут намело. Как мне настопиздила эта Нива, я больше не вывожу. Сука, то колесо отвалится, то сцепление на ходу отпадет вместе с тормозами. Как, блять, я на ней еще не скукурузился? Сука, мне с моим везением можно спирт чистоганом хуячить. Хуй скукурузить. Сука, а какие рукожопые идиоты ее делали? Вообще, эта Нива появилась у меня случайно. Кент Анатольевич спился и скукурузился. А я у его жены за 50 тысяч бричку выкупил. Она была охуенная, красивая, подтянутая, свежая. Это я, если что, про жену Анатолия. Нива как кусок говна в сарае валялась, разобрана. Но мы ее с Серегой танкистом собрали вместе, чтоб на рыбалку гонять. Но в итоге я как водитель БМВ езжу, только от СТО до СТО. Ну хули, грех жаловаться. Это не ваши, блядь, лисяны, хуесяны ебаные, которые больше 50 тысяч километров не проезжают. Это мне по РЕН-ТВ так сказали. В этот раз у Нивы открутился руль. Как, сука, так я вообще не понимаю, нахуй. Руль поворачиваю, а она не влево, не вправо. Еще, как назло, эвакуаторов в деревне нет. Пришлось устроить общий сбор дедов и заставить их толкать машину. Собрал дедов 15. 4 живые дошли до СТО, включая меня. Да я ж пошутил. Абсолютно.